بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня 21 урок. Тема сегодняшнего урока — аль-мадду лазим — обязательное удлинение. Если после буквы удлинения следует буква с коренным сукуном или с таштидом, то необходимо удлинить на 6 огласовок. Предыдущим уроком проходили правила: если после буквы удлинения следует хамза, то удлиняем на 4 или 5 огласовок. А здесь уже удлиняем на 6 огласовок. Если после буквы удлинения следует буква с шаддой, то есть удвоением, или с коренным сукуном. Например, хадда, то есть удлиняем на 6 огласовок обязательно. Потом второе. Аль-ана. То есть коренной сукун — это явный сукун после буквы удлинения. Но пример с коренным сукуном в Коране встречается только два раза. Это сура Юнус, 51 аят и 91 аят. Больше коренным сукуном не встречается пример в Коране. Все остальные примеры связаны именно с шаддой. Например, родда. Потом тахаддуна. Амина. Потом дабба. То есть, если после буквы удлинения следует буква с шаддой, то удлиняем на 6 огласовок. А пример коренным сукуном встречается только два раза. Аль-ан. Данное правило бывает также в буквах, стоящих в начале суры. Например, алиф лам мим, сад, алиф лам ра и так далее. То есть буквы, которые стоят в начале некоторых сур, также удлиняются на 6 огласовок при наличии сверху знака удлинения. Например, сура Бакара. В начале бывает алиф лам мим в первом аяте. То есть алиф читаем как есть, лам мим удлиняем на 6 огласовок. То есть мы читаем их как в алфавите. Например, алиф лам мим. То есть лям удлиняем на 6, мим на 6. Потом алиф лам мим сод. Потом алиф лам ра. ألف لام ميم را. Потом كاف ها يا عين صاد. Потом طه طاسيم ميم. То есть это правило происходит внутри букв. Например, то, син, мим. То есть мы видим, если раскрыть их буквами, то на 2, син на 6. То есть буква удлинения, за ним следует буква с шаддой. А здесь уже коренным суконом. То, син, мим. Или же ясин, сод, حميم. Потом عين سين قاف. Потом отдельно قاف نون. То есть, если коротко сказать, если сверху буквы стоит знак удлинения, это волнистая черточка, то удлиняем на 6 огласовок. А если нету этого знака, то на 2. Единственный, который не удлиняется, это алиф. Читаем как есть. Алиф. Вот сейчас почитаем сурату Духа. Бисмиллахир рахманир рахим. Ваддуха. Валлейли иза саджа. То есть концы мы удлиняем, потому что маленькие алифы. ما ودعك ربك وما قلى.
وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك правило إدغام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Вот здесь читаем только на два голосовых. Хотя здесь стоит волнительный значок, это потому что в следующем аят идет хамза. То есть если по продолжении читаем, если два аята вместе, то уже удлиняем здесь на 4-5 голосовок. А при остановке просто на 2. Потом ألم يجدك يتيما فآوى. يجد. Здесь правило قلقلة, сотрясение. يتيما идет правило إخفاء. Удлиняем танвин. ووجدك ضالا فهدى. Вот здесь уже идет обязательное удлинение. То есть после буквы удлинения идет буква с шаддой. И также правило ихфа здесь. ووجدك عائلا فأغنى. Здесь удлиняем на 4-5 голосовок. После идет хамза. فأما اليتيم فلا تقهر. правило قلقلة. وأما السائل فلا تنهر. Здесь также 4-5 голосов удлиняем. تنهر. Здесь правило изхар. Читаем как есть. وأما بنعمة ربك فحدث. Также обязательно удлинение встречается в суре Фатиха. وَلَضَّالِّينَ. То есть там удлиняем на 6 голосов. И здесь совершаем 21 урок. Вальхамду лиллахи Раббил Аламин.